Английский язык – дисциплина, которую обычный школьник изучает на протяжении 10 лет, начиная со 2 класса. Казалось бы, за это время можно выучить его на неплохом уровне. Однако новость о том, что ЕГЭ по английскому станет обязательным, вызвала множество негативных откликов как со стороны школьников, так и родителей. Это связано с тем, что большая часть из них не понимает, зачем нужен еще один обязательный экзамен, если ученик не хочет связывать свою жизнь с лингвистикой или международными отношениями. Вот только представители службы по надзору в сфере образования и науки спокойны и уверены в своем решении. И на это у них достаточно оснований. Если Министерство просвещения Российской Федерации принимает такое решение, естественно, мы, субъекты его, поддержим. Мы в любом случае будем идти по данному направлению пути. Но все-таки я думаю, что и задачи будут поставлены перед нами, региональным министерством и Институтом повышения квалификации, все-таки в первую очередь подготовить наших преподавателей. Потому что если они их не обучат, детей, они не справятся, и будет серьезная проблема. Официальная позиция Министерства просвещения такова. Английский – это международный язык. И в мире, настроенном на глобализацию, навык общения с представителями других культур особенно актуален. Поэтому каждый ученик, получивший образование, должен уметь понимать английскую речь и изъясняться на ней. Именно развитие навыков и является целью введения обязательного экзамена по этому предмету. Человек может путешествовать по всему миру со знанием английского языка. Это будет здорово, конечно. Ну, надо все это как делать. Плюсы, так и минусы. Есть и большие плюсы, и минусы. Плюсов нововведения больше, чем минусов, считает и Эльмира Гезгиева, преподаватель с более 10-летним стажем работы. Она учит английскому 8 и старшие классы. Именно ее ученики в 2020 году будут сдавать пробный ЕГЭ в качестве обязательного предмета. Если экзамен будет разделен на базовые и профильные уровни, справиться с ним сможет любой среднеподготовленный школьник. В прошлом году у нас было 4 ученика из 34 выпускников. Они сдали, получили более 80 баллов. И это при том, что они не ходили к репетиторам, а они занимались с учителем с нашей школы. То есть можно подготовить даже без репетитора, если будет систематическая работа со стороны учеников и со стороны педагога. Положительную динамику по сдаче иностранного экзамена в регионе отмечают и представители Министерства образования. Если сравнивать только за последние 3 года, общее число школьников, выбравших ЕГЭ по английскому языку, составляет около 500 человек. Результаты их аттестации предмета более чем утешительные. В 2017 году они преодолели минимальный порог 32 человека, и 17 человек получили от 80 до 100 баллов. Также в 2018 году это было 16 человек, и 11 человек высокие баллы получили. И, наконец, 2019 год не преодолели порог уже только 5. Вместе с тем, как считают собравшиеся, с нынешней системой изучения английского языка в школах получить максимальный балл возможно только дополнительными занятиями или при помощи репетитора. Но и рассчитывать на самостоятельную инициативу школьников, занятых подготовкой к обязательным предметам, не приходится. Поэтому необходимо менять саму систему образования. То есть дети не говорят, дети зубрят, дети слушают, что им объясняют. Они приучены строго выполнять те задания, которым их учат. Все. То есть у нас очень большая потеря идет именно в части speaking. Что касается учебников Spotlight, проработав в гимназии по учебнику Starlight, огромный разрыв именно вот в этой части. Основные вопросы, возникающие в связи с предстоящими переменами в аттестации, заключаются в том, как готовиться к ЕГЭ по английскому и будет ли меняться обучение в течение года ввиду новых нововведений. Пока трудно сказать, какими будут задания по этому предмету, но присутствующие не исключают, что он будет поделен на базовые и профильные уровни. У нас много прекрасных преподавателей, действительно, которые ведут на высоком профессиональном уровне этот предмет, владеют интересными методиками преподавания и так далее. Но будем говорить о сельских школах. Их у нас достаточно. Нет дидактического материала в надлежащем виде, нет педагогических кадров.
Дисциплина и хороший учебный материал помогут качественно подготовиться даже за 2 года, подводит итог на встрече. Выучить иностранный язык в школе непросто, особенно когда мотивация у детей невысокая. Но учителя и родители должны понимать, изучение английского нужно не только тем, кто связывает с ним свою будущую профессию. Язык международного общения позволяет уверенно чувствовать себя в любой ситуации, развиваться интеллектуально и профессионально. Поэтому введение обязательного экзамена по английскому можно считать хорошей новостью. Шажадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24.